Привет, Божьи люди, привет, народ Божий, привет всем, кто нас смотрит. Я хочу продолжить сегодня вторую часть нашей темы или нашей школы исцеления. И я хочу вернуться к тем вещам, которые связаны с причинами, почему люди болеют или откуда берутся болезни. Мы говорили о том, что болезнь – это прежде всего то, что создано не Богом, то, что создано не случайностями. Источник болезней и начало всех болезней – это всегда дьявол. Мы читали комментарии под нашим первым видео, и мне очень понравился комментарий одной женщины, которая сказала: ну не надо все на дьявола спирать. Я согласен, не нужно все спирать на дьявола, поэтому так важно понимать реальные причины, невыдуманные причины. Я хочу снова повторить некоторые вещи, которые мы уже говорили в предыдущей части, и снова вернуться к причинам болезни. Почему мы заостряем внимание на причинах? Потому что есть вещи, которые необходимо иногда убрать из нашей жизни для того, чтобы произошли перемены. Это то же самое, что ты получил занозу, эта заноза внутри твоего пальца, палец опух, может быть там начались процессы гниения, может быть ты чувствуешь боль. И ты можешь опускать свой палец в йод, ты можешь дуть на него, ты можешь, я не знаю, мазать какими-то мазями этот палец. Но до тех пор, пока ты не вытащишь или пока ты не сделаешь что-то с причиной опухоли, эта опухоль никуда не денется. Ты можешь мазать самыми дорогими мазями, ты можешь держать в перекиси свой палец, но процессы не будут остановлены до тех пор, пока ты не вынешь эту занозу, которую ты получил. И я хочу вернуться снова к причинам болезней. И мы говорили о том, что грех – это самая главная и самая первая причина. Второе, мы говорили о том, что существуют наследственные проклятия. Бывают демонические атаки, это третье, то, под что люди иногда попадают, особенно если это служители Божии. Потому что это люди, которые приходят на территорию врага для того, чтобы делать дела Божии, для того, чтобы провозглашать Царство Божие. И территория врага, она просто так не отпускает взятых в плен. Другое, или одна из причин, еще четвертая, мы говорили о том, что это пренебрежение телом. Любое пренебрежение там, правильной диетой, может быть пренебрежение здоровым образом жизни. Все это приводит к тому, что люди начинают болеть. Душевные раны, горечь, стрессы – это то, откуда берутся все душевные заболевания. Это чаще всего наши внутренние переживания, с которыми мы живем и с которыми мы ничего не делаем. Еще я хочу сказать о том, что существует, конечно же, от этого никуда не деться, несчастные случаи. Я никогда не забуду, когда я был молодой верующий, и я вез своего старого друга, и он был причем по возрасту старый, он был старый в нашей дружбе, у нас была многолетняя длинная дружба, но он был человек в возрасте. Я однажды вез его от одного города в другой, и я очень любил, и может быть до сих пор я продолжаю любить ездить быстро. И он смотрел за моей манерой вождения, и он говорит: Денис, я хочу с тобой поговорить на одну тему. И эта тема для меня была молодого верующего совершенно, как мне казалось, совершенно нелепая и глупая. Он мне начал рассказывать разные истории тех людей, которых он очень хорошо знал, которые служили для Господа и которые попали в катастрофы, в автомобильные катастрофы, которые попали в разного рода аварии. И знаете, иногда мы думаем, что мы такие пришедшие ко Христу, мы бессмертные, мы можем делать, мы можем совершать какие-то вещи, за которые у нас не будет последствий. На самом деле очень важно понимать, что одна из причин, почему люди сегодня болеют, это несчастные случаи, все различные. Нам тоже не надо пренебрегать здравым смыслом. Нам не надо пренебрегать здравым смыслом, когда мы едем за рулем. Нам не надо пренебрегать здравым смыслом, когда мы, может быть, переходим дорогу. Для этого существуют определенные правила, которые хранят нас от ненужных проблем. И это тоже причина, почему люди, многие страдают, и они болеют, и они имеют проблемы. Знаете, когда мы говорим о грехе, мы должны отображать одну вещь, что грех – это территория дьявола. Грех – это территория, на которой царствует дьявол. И если я сегодня живу
на территории дьявола я ничего, кроме болезней, к сожалению, получать не смогу. Я не смогу получать благословения Божьи, если я живу на чужой территории. Я не смогу пользоваться благословениями одного государства, если я являюсь гражданином совершенно другого государства. Это совершенно логично, это совершенно понятный факт для всех людей. И знаете, когда мы читаем начало человеческого падения, это Бытие 2 глава, мы видим, что Бог говорит такие очень простые слова. Он говорит, когда вы согрешите или вы сделаете что-то по-своему, Он говорит, вы смертью умрете. И мы читаем 2 глава, 3 глава, это история грехопадения человека. Человек сразу не умер. Мы понимаем, что человек, он триединое существо. Первое, что с ним произошло, он потерял отношения с Богом, то есть его дух, та часть его жизни, которая была создана Богом для общения непосредственно с Богом Отцом, она была фактически убита грехом. И человек умер, человек погиб внутри своего духа. Это во-первых. Второе, мы видим, что его вечное тело человека, человек был создан вечным, человек был создан без болезней, у него было совершенное тело. И мы видим, что в тот самый момент, когда человек согрешил, фактически он обрек себя на то, что однажды он умрет. Но для того, чтобы ему умереть, его тело должно было стареть, его тело должно было ветшать. И, соответственно, грех, он открыл дверь для того, чтобы в тело человека пришли болезни. И через болезни мы можем посмотреть на статистику. Именно через болезни сегодня большинство людей умирает. От старости умирает. Если мы возьмем сегодня статистику, например, той же самой России, если вы возьмете статистику Росстата, вы увидите, что от старости, то есть это люди, которые дожили до 80 лет, или дожили до 80 лет, и умерли без хронических заболеваний или умерли без какого-то врачебного диагноза, всего лишь 10% населения России. Больше 50%, ну или разные источники говорят разную статистику, это люди, 50% примерно, это люди, которые умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Около 13, ну там плюс-минус 13-15% населения России это люди, которые умирают от злокачественных новообразований. Это все, что связано, как мы в простонародье говорим, с раком. Но если мы посмотрим, практически больше 80% населения, они умирают от каких-то заболеваний. И это все то, что мы называем территория дьявола. Это все то, что мы называем сегодня последствием грехопадения человека. Мы должны понимать, что Адам, он продал нас всех в Эдемском саду. Он продал нас дьяволу, он продал нас греху, и он продал нас на ту самую территорию врага, которая называется территория греха, территория болезни, территория смерти. Если ты сегодня до сих пор сомневаешься в том, нужен ли тебе Иисус Христос, я хочу тебе сказать, переходи на территорию Божию, переходи сегодня на территорию света. Если ты сегодня человек, которому проповедовали Евангелие, и ты до сих пор колеблешься в том, нужен ли тебе Иисус Христос, я хочу тебе сказать, если ты принимаешь сегодня Спасителя, то ты переходишь совершенно на другую территорию. Это то место избавления, это то место спасения от греха, от проклятий и от болезней. Не колеблись. Не надо колебаться умом, не надо колебаться в своих решениях. Если тебе проповедовали Евангелие, может быть, ты считаешь, что ты другой веры, что Иисус умер не для тебя, что у тебя есть своя религия. Я хочу тебе сказать, Иисус пришел для того, чтобы вывести тебя совершенно на новую территорию. Территорию свободы от греха, территорию свободы от проклятий и территорию свободы от болезней. Итак, грех – это самая главная причина, по которой люди попадают, к сожалению, в оковы болезней. Но я хочу вам сказать, когда мы говорим о причинах заболеваний, это не для того, мы говорим не для того, чтобы ты ходил вокруг и, видя больных людей, ставил диагнозы. Знаете, беда сегодня религиозного мира в чем? Что мы слышим Слово Божие, вместо того, чтобы это Слово Божие обратить на себя и через призму Слова Божьего посмотреть на свою жизнь, мы берем Слово Божие и мы смотрим на жизни других людей. И что мы делаем? Вместо того, чтобы видеть себя, мы видим других людей. И когда кто-то болеет, мы становимся иногда глупыми, совершенно глупыми людьми. Я даже сказал бы, идиотично ведущими людьми себя, потому что мы, видя больных людей, мы начинаем ставить им диагнозы. Мы не призваны для этого.
И даже я тебе могу сказать больше, ты не призван сам себе выставлять диагнозы. Когда ты заболел, не надо ковыряться в себе, не надо копаться в себе, искать сразу же какие-то грехи, искать какой-то недостаток или изъян внутри себя. У тебя есть Дух Святой, и Он обязательно тебе подскажет, что тебе нужно сделать для того, чтобы тебе получить твое исцеление. Причина заболевания, это важно понимать, но также важно не навязывать ярлыки на других людей. Что делает религия сегодня? Когда ты встречаешь больного человека, ты религиозный человек, и ты встречаешь больного человека, ты сразу смотришь на него и говоришь: ага, вижу тебя насквозь, это из-за такого-то греха, это из-за такого-то, из-за такой-то твоей позиции, это из-за таких-то твоих слов, ты сегодня болеешь той или иной болезнью. Но иногда это может быть совершенно лживое представление, и совершенно не из-за этого человек может болеть. Знаете, однажды, когда ученики Иисуса Христа вместе со своим учителем, они проходили мимо слепого человека. Эта история записана в книге Евангелия от Иоанна, 9 глава, с 1 стиха. Когда они проходили мимо больного человека, у них был вопрос по поводу того, что является причиной болезни этого человека. Однажды Иисус, проходя мимо, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили: «Рави, почему этот человек родился слепым?» Это вполне логичный вопрос. Мы часто задаем сами себе вопросы. Мы часто, глядя на то, что вокруг нас, на больных детей, на страдающих людей, глядя на них, мы задаемся вопросом: почему? Почему этот человек страдает? Я вообще слышал такие истории, когда люди говорили, что ты нам говоришь про Бога, про своего, который любит. Посмотри вокруг, люди страдают. Посмотри вокруг, люди сегодня мучаются. Если бы Бог был, Он бы пришел на землю, и Он бы исцелил всех, и Он бы принес свободу. Но знаете, Бог не может идти против духовных законов. Если человек находится на территории зла, если человек находится на территории греха, на территории болезни, он и будет получать с этой территории то, где он живет, то, где он находится. Это логично. И вот ученики задают вопрос ему такой: кто согрешил? Этот слепой или его родители? И Иисус отвечает: нет, это не из-за его греха или греха его родителей. Знаете, если бы грех не был причиной заболевания вообще людей, или не было бы так называемых проклятий, которые люди несут от родителей от своих, Иисус бы вообще сказал, что не существует болезней, которые связаны с грехом или с грехами родителей. Но Он говорит, не в этом случае просто. Существуют такие болезни, но не в этом случае. И Он говорит дальше: это произошло для того, чтобы на нем были явлены Божьи дела. Пока еще день не кончился, мы должны совершать дела того, кто послал меня. Наступает ночь, и тогда уже никто не сможет ничего делать. Пока я в мире, я свет миру. Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей и помазал ею глаза слепому. А теперь пойди и умойся в пруду Силаам, сказал Он слепому. Силаам значит посланный. Слепой пошел, умылся и вернулся зрячим. Соседи его и те, кто раньше видели его просящим милостыню, спрашивали: разве это не он сидел и просил милостыню? В тот день в городе, в котором знали этого слепого, произошло невообразимое. Люди только и говорили. Как сегодня говорят про эпидемии, про пандемии, в тот день люди только и говорили о чуде, которое случилось с тем самым слепым, который много лет был известен как инвалид, как калека в этом городе. Я хочу вам сказать, есть категория болезней, о которых мы никогда не сможем поставить диагноз, даже зная все совершенно. Однажды, как я уже не раз свидетельствовал, когда я лежал с переломанным позвоночником в больнице, я сам себе задавал вопрос: Господи, я перестал пить, я перестал курить, я перестал заниматься разного рода грязными вещами, за которые мне когда-то было стыдно. Мало того, у меня есть сегодня замечательная семья, в которой я являюсь достойным мужем. Я служу Богу. Я делаю дела Божии. Но при этом, по какой-то непонятной для меня причине, я оказался на больничной койке. Я сам себе задавал вопрос.
Я понимал, что чаще всего именно грех является причиной заболевания. Но я говорил сам себе, лежа со сломанным позвоночником: Господь, почему я здесь? Я не вижу в себе ничего, по причине чего бы я мог бы оказаться здесь, на этой больничной койке. Я, задавая себе этот вопрос, я находился в каком-то тупиковом состоянии. У меня какой-то тупизм на меня нападал. Я не понимал. Я спрашивал сам себя и задавал сам себе этот вопрос. Знаете, я хочу вам сказать, дорогие друзья, когда мы говорим о причинах, очень важно, чтобы нам иметь этот божественный какой-то здравый смысл. Чтобы мы не кидались в крайности, чтобы мы не находились в каких-то странных крайностях, чтобы мы не корили сами себя, не судили сами себя бесконечно за какие-то неведомые, придуманные часто грехи. Иногда люди сами себе придумывают вещи, которых они не делали по-настоящему. Знаете, когда я уже не помню, это от 8 до 10 дней я лежал в этой больнице. И вот когда я вышел из этой больницы, и когда я получил свое исцеление, и когда я свидетельствовал другим людям вокруг себя о своем исцелении, когда я молился за больных, когда я возлагал руки на других людей, я потом, через время, может быть, прошли месяцы, прошли даже, я бы сказал, годы, я стал понимать, что моя травма и то, что со мной произошло, это было именно для славы Божией. Именно для того, чтобы увидеть, как Бог способен делать чудеса. Именно для того, чтобы увидеть, как Бог способен восстанавливать и сращивать поломанное, и делать невероятное с тем, от чего даже врачи отказываются. Я видел, что это было в моей жизни именно для славы Божией. Знаете, есть ситуации в нашей жизни, на которые никто тебе не сможет сказать почему. И даже сам Господь говорит, что есть вещи, сокрытые до времени от нас. Очень интересное место Писания, оно записано в книге Второзакония, 29 глава. Там описывается такая, или моделируется такая ситуация, что города и места проживания евреев, они будут находиться в запустении. Земля не будет приносить плодов, города будут в разорении, и будущее поколение, ваши дети. Это Второзаконие 29 глава, я читаю с 23 стиха. Будущее поколение, ваши дети, что будут жить после вас, и переселенцы, которые придут из дальних стран, увидят беды, постигшие эту землю, и болезни, которые Господь наслал на ее обитателей. Увидят они, что вся земля пожарище, сера и соль. Не засевается она и не родит ничего. Никакой травы не растет на ней. Запустение в ней, как в Содоме и Гоморе, Адме и Цеваиме, которые не спроверг Господь в страшном гневе своем. Тогда и они, и все народы спросят, почему Господь так поступил с этой землей? Иногда вот этот вопрос «почему?» нам надо изменить. Нам надо говорить перед Богом совершенно другой вопрос. Что делать, Господь? Что делать для того, чтобы выйти из этой ситуации? Да, у меня есть болезнь. Иногда нужно перестать циклиться на вопросе, почему у меня эта болезнь, а сказать: Бог, покажи мне выход из этой болезни. Покажи мне путь, которым мне надо пойти. И вот здесь эти люди, Библия говорит так, что они будут спрашивать, почему Господь так поступил с этой землей, что вызвало это великое проявление гнева Его. И решат они. Здесь такой интересный оборот речи. И решат они. Иногда мы решаем за Бога. Иногда мы решаем какие-то вещи, связанные с болезнями. В том числе мы сами себе диагнозы выставляем. С одной стороны, я за то, чтобы мы понимали, почему приходит болезнь. Для того, чтобы вынуть эту занозу из нашего пальца, для того, чтобы остановить какое-то гниение, понимая, что именно это является причиной нашего заболевания. Но с другой стороны, я против того, чтобы люди Божии, они только и концентрировались на своих старых грехах, на своих ошибках, на каких-то вещах, может быть, которые они делали когда-то неправильно. Сегодня у Бога есть выход на твою ситуацию. Сегодня Бог не хочет, чтобы ты концентрировался на той старой территории зла, из которой Он тебя вывел. Благодари Бога, особенно в эти дни, пасхальные дни, благодари Бога за свободу от своего прошлого. И благодари Бога за то новое, что ты сегодня имеешь на Его территории. Так вот, люди решат. Это потому, что люди, здесь жившие, отреклись от завета Господа, Бога отцов своих, расторгли союз, который заключил Он с ними, когда вывел их из Египта. Ведь они стали служить и поклоняться иным богам, которых они прежде не знали и которым не должны были служить. Логично. И очень логичное размышление. Но дальше, интересно, они продолжают эту
эту тему развивать, что Господь в гневе, ярости, великом негодовании вырвал с корнем отступников из земли этой, бросил в другую землю, как это и есть ныне. И дальше последний стих. Записаны такие интересные Божьи слова. Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а то, что открыто, нам и нашим детям навек. Не ковыряйся в том, что сокрыто, в том, что для тебя непонятно. Не обвиняй сам себя в вещах, которых нет. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, может быть, есть причина, и она на поверхности, и ты ее понимаешь. Удали эту причину, вырви эту причину из своей жизни. Но может быть, есть болезни, ты не понимаешь, почему. Ты сам себе задаешь вопросы, ты спрашиваешь: Бог, ну почему я на этой больничной койке? Остановись в этих вопросах. Есть вещи, которые ты поймешь, может быть, попозже, там, через месяц, через два. Может быть, только на небесах ты поймешь, почему это было с тобой. Но я тебе могу сказать, есть ситуации в нашей жизни, когда Бог хочет, чтобы мы задавали вопрос не почему, а как. В сотрудничестве с Духом Святым начинай задавать этот вопрос: Господь, каким образом я могу исцелиться? Куда мне идти? Что мне делать для того, чтобы получить мне мое исцеление? Я хочу сегодня закончить нашу вторую часть, которая называется «Причины болезней». Именно на такой ноте. Не ковыряйся в себе. Если ты знаешь почему, оставь причину. Если ты не знаешь почему, задавай Богу вопрос: что мне делать? И может быть, Господь покажет тебе, где взять это брение, где взять эту смесь глины со слюнями для того, чтобы помазать тебе твои глаза, в какой источник силам тебе пойти искупаться. У Бога есть 100 000 вариантов для того, чтобы исцелить тебя. Задавай Ему правильные вопросы. Я хочу на этом сегодня поставить точку. И особенно сделать акцент на том, если сегодня кто-то болеет рядом с тобой, не будь глупым человеком, не будь идиотом, который выставляет эти религиозные диагнозы другим людям, не разобравшись, может быть, в истории человека. Глядя на какого-то больного человека, ты торопишься делать выводы, что это из-за его греха, это из-за его родителей. Не торопись. Может быть, там совершенно другие причины. Пусть это будет между тобой и Богом, между тобой и Словом Божьим. Не болейте, друзья, получайте свое исцеление. Будьте благословенны.